На юбилейную 10-ю пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы свыше 1200 журналистов. В самом начале своей встречи с представителями СМИ глава государства подвел итоги уходящего года. Главным образом речь шла об экономических показателях. ВВП за 10 месяцев вырос на 0,7%, ускорилось промышленное производство, снизились показатели по безработице, сейчас она находится на уровне 5%. Отдельно прокомментировал Путин непростую ситуацию в финансовом секторе, подчеркнув, что несмотря на турбулентность в этой сфере, федеральный бюджет на следующий год будет сверстан с профицитом. То есть доходы будут превышать наши расходы на 1,2 триллиона рублей. Это примерно 1,9% ВВП. Там Минфин еще досчитывает. Ну, посмотрим. То, что бюджет будет профицитным, это точно. Безусловно, если ситуация будет неблагоприятно вот так развиваться, то нам придется вносить какие-то коррективы в наши планы. Безусловно, придется что-то сокращать. Но также, безусловно, и я хочу это подчеркнуть, как говорят специалисты, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Первыми задать вопрос президенту смогли журналисты из кремлевского пула. Прокомментировать общую экономическую ситуацию в стране главу государства попросили сотрудники «Комсомольской правды» и газеты «Коммерсант». Проведя аналогию с 25-летием падения Берлинской стены, обозреватель канала НТВ Владимир Кондратьев поинтересовался у президента, к чему приведет стена непонимания и отчуждения, которая возводится в течение последних недель между Россией и Европой. Путин же сказал, что самая главная проблема сегодняшних международных отношений заключается в том, что партнеры нашей страны решили, что они победители, а все остальные вассалы. И жесткая российская позиция по известным кризисным ситуациям дала понять, что самый правильный путь – это прекратить строить эти стены и выстраивать общее гуманитарное пространство. Корреспондент Первого канала Антон Верницкий поинтересовался у Путина, считает ли он происходящее сейчас нашей экономикой расплатой за Крым. Это не расплата за Крым, это расплата за, это плата, вернее, за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство. Я приводил, знаете, на Валдайском клубе, так называемом, пример и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ медведя, да, который там охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чем дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гонять поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, но и Мишка не нужен. Так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же от почти официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с ее богатствами неизмеримыми. Несправедливо. Значит, отцапать, значит, отхапать у Мексики Техас, это справедливо. На то, что мы, значит, на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо. Нужно раздать. Значит, а потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, значит, тогда Мишка вообще не нужен. Его чучело из него сделают, и все. Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы должны все понять. Президенту было задано множество вопросов о ситуации в Украине, но пока все обеспокоены событиями у наших соседей, нас волнует то, что происходит на территории Чечни, заявила Ксения Собчак и попросила Путина прокомментировать заявление главы республики о том, что родственники членов НВФ несут ответственность за их деяния. В такой ситуации нужно руководствоваться законом, подчеркнул президент страны. И досудебное разбирательство недопустимо. Однако Путин выразил уверенность, что заявление, сделанное Рамзаном Кадыровым, полностью соответствовало ожиданиям людей. В ходе этого теракта в Чечне было убито 14 милиционеров, и началось все с убийства сотрудников ДПС. Не в ходе какого-то боестолкновения, а просто людей подло фактически расстреляли в упор. И потом погибло еще дополнительно большое количество людей, всего 14, 38 тяжело раненых, в том числе есть тяжело раненые.
Как вы знаете, тысячи людей потом вышли на митинг. В этих условиях, конечно, руководитель республики сделал определенные заявления. Уверен, и эти заявления полностью соответствовали ожиданиям со стороны людей. Повторяю, здесь, кроме публичных заявлений и последовавших затем действий, должна быть проведена проверка и установлено, что же на самом деле произошло. Может быть, просто кто-то воспользовался этим и сделал это. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, задавая вопрос об отношениях России и славянских стран, выразил свою точку зрения на происходящее в республике. Я хотел бы сказать, что госпожа Собчак передергивает факты. Рамзан Ахматович никогда не нарушал Конституцию и никогда не допустит того, чтобы на территории Чеченской Республики ее нарушали. Когда я молчал... Ксения, вам не мешали задавать вопрос? Я молчал, когда вы нагло, беззастенчиво лгали. Хотел бы задать такой вопрос. Когда ни в чем не повинные люди, сотрудники ДПС, когда гибнут твои боевые товарищи, когда у сотрудника ДПС, который просто нес свою службу, остались 4 девочек маленьких, вот таких сиротами, 2 из них ДЦП больные и жена. И когда глава республики точно знает, что определенные семьи находились в контакте с боевиками, не боевики, а террористы, боевиков нет уже. И когда эти семьи просили, содействуйте тому, чтобы эти люди были возвращены, они этого не делали, они звонили им в лес. И глава республики говорит, что это уже есть по закону содействие терроризму. И когда он говорит, что этих людей нужно привлекать к ответственности, как вы считаете, нужно ли в отношении террористов применять весь арсенал сил, средств, возможностей для того, чтобы не ставить под угрозу жизни сотен и тысяч человек? Ведь в данном случае, если бы не были оперативно приняты меры, жертв было бы 500 тысяч и больше. Что касается пострадавших и семей погибших, уверен, что Рамзан никогда не оставит в беде и нужде семьи своих боевых товарищей. Если надо, и мы тоже им поможем. Это первое. Второе, что касается пособничества, то, конечно, все пособники должны привлекаться, но, разумеется, в рамках действующего законодательства, в рамках действующего закона. То, что нужно бороться с терроризмом по всей поляне, включая и элемент пособничества, это без всяких сомнений. Один из главных пунктов журналистского этического кодекса гласит, что нужно проверять достоверность информации, поступающей из любого источника, и избегать непреднамеренных ошибок. В своем обращении к президенту страны Ксения Собчак заявила о том, что дома родственников бандитов сжигаются именно по поручению Рамзана Кадырова, хотя нет никаких доказательств этого. Я думаю, что этот вопрос будет сейчас на все лады муссироваться либеральным средством массовой информации с подачи Ксении Собчак, которая действительно будет объяснять свою правоту. Уже после, комментируя свою дискуссию, журналистка телеканала «Дождь» Альви Каримов выразил уверенность, что этот вопрос придуман не одной Собчак. Я уверен, что этот вопрос не лично от Ксении Собчак. Какие-то люди или, может быть, какие-то группы людей, которых не устраивает сегодняшняя ситуация в Чеченской Республике, они таким образом предприняли попытку очернить и республику, и народ. Либералисты, что-то среднее между тем и этим, они хотят, чтобы наш народ всегда, понимаете, купался в крови. Они хотят, чтобы у нас не было экономики, чтобы у нас постоянно были взрывы. Они не хотят, чтобы чеченцы, наша молодежь, получала образование. Они знают, что мы сильный народ, они знают, что у нас самый сильный в мире лидер, и они знают, что этот народ во главе с этим лидером могут играть одну из ключевых ролей в защите интересов России от внешнего врага, от внешнего фактора. Они этого не желают. Спектр же вопросов, адресованных Путину, был довольно широк. От налаживания отношений с Ираном и мер, предусмотренных на случай предательства окружения и дворцового переворота, региональной политики, в том числе и в Крыму, до поддержки талантливых детей. С каждым годом масштаб пресс-конференции возрастает, но рекорд по продолжительности, установленный еще в 2008 году, тогда президент страны ответил на 100 вопросов за 4 часа, сегодня побить не удалось. В итоге юбилейная пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 10 минут, и за все это время президент ответил на 53 вопроса. Аза Исаева, Адам Хаджиев, Даниховхар.
Сафаров, новости.